О традициях празднования Дня Святого Валентина говорим с Харри ван Дормаленом из Голландии и узнаем, как же отмечает этот праздник в этой прекрасной стране. Здравствуйте! Доброе утро! Здравствуйте! Расскажите нам, пожалуйста, откуда вы приехали? Where are you from? Which part of Holland? Okay. Good morning to all of you. Thank you for inviting me to the studio. My name is Harry, like you said, and I'm a Dutchman, born in Rotterdam. And that's the second biggest harbor in the world after Shanghai. Доброе утро всем. Меня зовут Харри ван Дормален. Я рад присутствовать в этой студии. Спасибо за приглашение. Я приехала из Голландии, из Роттердама. Я родился и вырос в Голландии, то есть он голландец по происхождению. И Роттердам – это второй крупнейший город-порт в мире. В мире, да, после Шанхая. Да. Everybody knows Amsterdam for its beauty and its tourism. But Rotterdam is the city where it really happens. Worldwide transport, containers, storage and oil refinery. Все знают Амстердам. Обычно, когда говорят о Голландии, все вспоминают Амстердам за его там туристическую привлекательность. Но Роттердам – это город, где происходит, то есть весь бизнес, где происходит погрузка, разгрузка крупнейших кораблей и происходит переработка сырой нефти. Хорошо. А как вам наш город? Понравился ли? Что запомнилось? Что успели увидеть? What do you think of Kazan? Kazan is an amazing city. Not many visitors expect such a beauty and excitement here. Everybody talks about Moscow and Petersburg, but Kazan is not less. First of all, Kazan is like Rotterdam. It is really on the move. And with the trade and production in Kazan, it brings a big tribute to the Republic of Russia. Казань великолепный город, удивительный. Немногие посетители, немногие, особенно иностранцы, они ожидают увидеть вот это вот масштаб такой город, такой действительно вдохновляющий, красивый город. Все говорят о Москве и Петербурге, но Казань ничуть не меньше. Казань как Роттердам, то есть город, в котором происходит бизнес, часть России, где сосредоточено большое количество производств, и который вносит огромный вклад в экономику России. Интересно. Хорошо, а как вам наши люди? Понравились ли? Он хочет продолжить. Да, конечно. Okay, moreover, it's a tremendous art and culture and music performed in Kazan. It's really overwhelming. It's Kremlin, it's Margany Mosque, allowed by Queen Catherine to construct. And of course, the Byzantine Church inside the Kremlin, it's fantastic. И это не только республика, где много всяких производств, это, опять же, Казань – это великолепный город в плане искусства, культуры, архитектуры. Все это выше всяческих похвал. И он гулял в Кремле, ему там понравилась архитектура внутри Кремля, и он был на Старо-Татарской слободе и видел там мечеть Марджани, которая была построена с разрешения Екатерины II. Ой, да, Екатерины II. Все правильно. То есть он впечатлен всем этим. Да, но мы рады, что вам понравился наш город. И, конечно же, сегодня, в День Святого Валентина, мы не можем обойти этот вопрос. Как отмечается этот праздник в Голландии? What do you think about Valentine's Day in The Velde are the people of Kazan. First about Valentine's. Ну да, конечно. Я так понимаю, что вы хотите сказать еще о жителях нашего города, да. I think I'm a little confused now. About people in Kazan, okay. Okay, first I want to tell something about the people in Kazan, because this is the first important thing for being here on Valentine's Day. I think the people of the Tatar people are the most friendly people you can think of. Much more friendly than the inhabitants of Moscow. More open for contact, more alive, realizing that there is more than just work and sleep. Я прям возгордилась.
Ему бесконечно нравятся люди в Татарстане. Он считает, что люди в Казани, они более открыты, более добрые, подружески относятся, чем в Москве. Да, ему больше понравилось Казань. Видимо, потому что в Москве люди очень заняты, их там очень много. Ну да, и у нас же нету пробок, поэтому у нас есть больше времени на доброту. Поэтому у нас они более открыты для контакта и доброжелательны. И они вот, он говорит, что они считают, что жизнь это не только работа, это все-таки время для контактов, для того, чтобы общаться, получать удовольствие от жизни. Сегодня отмечается День Святого Валентина во всем мире. Как же отмечают этот праздник в Голландии? How people in Holland celebrate this Valentine's Day? Dutch people make something special out of this Valentine's Day. We do it a little bit different than the rest of the world. What we do is we give each other a lot of cards. We send cards. And the most popular thing now is when you send this card, not only to your lover or to a special, just send it anonymous. Yeah, and that's to challenge the one that you sent the card to. Remember me, think of me. Ну вот как он считает, что отличает их от других людей в других странах, мне кажется, не очень сильно. Это то, что вот у них принято посылать друг другу открытки, именно реальные такие вот бумажные открытки. Ну, так у нас так называемые валентинки. Валентинки, да. И часто люди не подписывают их, просто отправляют, чтобы вот у другого человека было приятно, чтобы у него была там фантазия разыгралась. Интрига. Мог думать, кто же ему это отправил. В общем, хорошо, что мы не очень отличаемся, получается, от жителей Голландии тем, что отмечаем праздники. С чем мы вас и поздравляем. Да, ну, если честно, вот нам тоже, наверное, надо это тоже вытащить, потому что анонимные валентинки у нас, ну, в школе. Ну, да, в школе мы дарим. А после школы надо тоже так же нам начать делать. Это будет великолепно. Спасибо большое, что пришли к нам. Приезжайте к нам в гости, всегда рады вас видеть.